Приветствую вас, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите в выпуске. Время на исходе. В Якутске идет ремонт дорог. Сроки истекают, температура падает, идут осадки. Успеют ли закончить все вовремя? В Новой Табаге новая больница. В поселке отметили значимое событие. По какому направлению построили объект? Опаздывает и пропускает рейсы. В Чульмане Нерюнгринского района люди жалуются на внутрипоселковый автобусный маршрут. В чем проблема и решение? ТЮЗ ждет посетителей. Алданский театр юного зрителя готовится к открытию сезона. Что интересного ждет публику? Болеем за наших. Международный турнир по вольной борьбе Гран-при Дмитрий Коркин в самом разгаре. Наши каналы будут вести прямые трансляции. Кино, театры, фестивали. Как провести выходные? На что можно сходить и что посмотреть в Якутске? Обзор Александра Хавренко. Скопление автотранспорта наблюдается в районе переезда через реку Чугуй-Батобуя. Машины стоят на 1151 километре автодороги Вилюй на правом и левом берегах со стороны Сунтарского и Мирнинского районов. Это связано с демонтажом наплавного моста во вторник. А завтра, 12 октября, произведут демонтаж еще одного моста на 702-м километре трассы Вилюй. Это граница Верхневилюйского и Нюрбинского районов. Оба переезда будут закрыты до начала ледостава в декабре. Напомним, что обратный ввод объектов в эксплуатацию намечен на 4-й квартал 2020 года, после строительства новых мостов. Их ввод позволит ликвидировать временные понтонные переправы, благодаря чему участки трассы станут круглогодичными. Минтранс Якутии оставил тарифы на паромные перевозки на уровне 4-летней давности. Таким образом, после закрытия судоходства на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях будут действовать тарифы, установленные еще в 2016 году. Предельная цена за перевозку тонны груза составит 980 рублей. Проезд за взрослого пассажира и ребенка старше 10 лет 220 рублей, на ребенка младше 10 лет 110 рублей, за легковые автомобили от 685 рублей, за грузовые от 3450 рублей, говорится в официальном сообщении. По данным ведомства, в период интенсивного ледостава перевозка грузов по маршруту Жатай-Техтюр будет идти в сопровождении ледокола. Коммунальные службы Якутска перешли на зимний график работы. В связи с обильными осадками на дорогах и тротуарах образовался сильный гололед. Как сообщили нашему телеканалу представители Якутдорстроя, на их обслуживании находится 112 улиц. Это 446 тысяч погонных метров. Для подсыпки этих улиц использовано 650 кубометров песка за трое суток. Кроме того, ведется уборка снега и механизированное подметание улиц. Работы ведутся 2 смены, круглосуточно. На сегодняшний день вышло 3 грейдера, 2 трактора, 2 фронтальных погрузчика, 2 бобкета мини-погрузчика, 15 КАМАЗов-самосвалов и 12 комбинированной техники на подметание и подсыпку речным песком. В ночную смену планируем 5 грейдеров, 3 МТЗ-трактора, 2 бобкета, 2 фронтальных погрузчика, 6 КАМАЗов-самосвала и 12 единиц комбинированной техники. В Якутске идет ремонт дорог. Времени, чтобы успеть все завершить, остается все меньше. Температура падает, идут осадки. Однако дорожники уверены, что все делается согласно технологиям и что все успеют закончить в срок. Так ли это будет? Репортаж Сусанны Рожиной. Главный заказчик национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Якутске МУП «Главстрой» уверен, качество нового полотна соответствует всем нормативам и требованиям. На мой взгляд, эти работы ведутся в строгом соответствии технологии, то есть основание оно прогрето, подготовлено. На данный момент бригада завершает работы по рассыпке и укатке нового слоя щебня. Второе звено идет по выдуванию из бордюра снега. И
приступаем уже к укладке сетки. Далее будут у нас проводиться асфальтобетонные работы. Но многих жителей Якутска возмущает то, что дорожники свежий асфальт кладут на мокрые лужи, грязь и снег. При этом на улице уже минус 2 градуса. Температурный режим составляет минус 10 градусов. Количество осадков должно быть не более 5 миллиметров. Сегодня нам предоставляют информацию, что количество может достигнуть 1 миллиметра, но вряд ли такое случится, потому что температура и погода, она уже меняется. Да, погода меняется, только в худшую сторону. Ночью температура опускается уже до минус 10 градусов, что уже не по нормативам. Хотя заказчик и говорит, что заставляет переделывать работы подрядчиков, но на деле это очень сложно проверить. Встает вопрос добросовестности подрядчика. Мы заставляем вот эти все, чтобы работу выполнили. Если же участки будут выполнены без соблюдения технологий, будем производить вырубку этого покрытия и проверять на качество уплотнения. Самое главное — это добиться степени уплотнения. Сейчас дорожные работы ведутся на нескольких оставшихся участках. Ларионова — асфальтирование и благоустройство, Хатангулякское шоссе — установка бордюров, Пилотов и Ивана Орбиты — асфальтирование. При этом на некоторых улицах все еще не успевают провести благоустройство, и эти виды работ перенесут на следующий год. Хатангулякское шоссе часть перейдет, Петра Алексеева, Жирницкого, Красильникова. Если судить по объемам финансирования, то самые дорогие участки в Якутске забрал подрядчик «Дорис». Хатангулякское шоссе – более 244 миллионов рублей, Жарницкого – 130 миллионов рублей, Петра Алексеева – 115 миллионов рублей и улица Ларионова – 100 миллионов рублей. Подрядчик «Сахатрансстрой». При этом освоение денег на данный момент составляет лишь 30%, а до истечения контракта остается менее 3 недель. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якутск. В селе Новая Табага в торжественной обстановке открыли новое здание отделения Якутской городской больницы номер 3. Его построили в рамках региональной программы развития первичного звена здравоохранения при взаимодействии государства и частного бизнеса. Сюжет нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Именно вот в этом здании с 1983 года размещалась поликлиника села Табага. Обветшалое старое здание было очень холодным и причиняло большие неудобства как медицинскому персоналу, так и самим пациентам. Новое здание находится через дорогу от старого и принципиально от него отличается. Красивое одноэтажное здание общей площадью в 500 квадратных метров стало украшением всего села и отличным подарком для всего населения. Очень значимое событие в нашем поселке. Наше старое здание деревянное, можно сказать ему спасибо, что оно не развалилось, дослужило до сегодняшнего дня. И мы сегодня от всей души говорим: да здравствует это новое здание Табагинской участковой больницы. В новом здании размещены кабинеты амбулаторного приема взрослого населения, кабинет приема педиатра и круглосуточный стационар на 10 коек. Нынче нам исполняется 10-летие нашей больницы, поэтому накануне этого юбилейной даты мы вошли в новое здание. Просторные светлые кабинеты и палаты, современная медицинская мебель, бесперебойная работа всех систем благоустройства, несомненно, создает комфортные условия, в первую очередь, для самих пациентов. Вот это здание построено в рамках региональной программы развития первичной медико-санитарной помощи, которая рассчитана до 2024 года, региональная программа, да. И на сегодня, можно сказать, это один из этапов, который прошел наша городская больница. Потому что вы, наверное, все знаете, что в 2015-2016 году мы наша больница переехала в новое здание в городе Якутске, да, и на сегодняшний день мы справляем новоселье для нашего табагинского отделения. В этой поликлинике помимо жителей Новой Табаги обследуются население и близлежащих пригородов Старой Табаги и Владимировки. Это более 2000 человек теперь получили возможность лечиться в удобных условиях. Руководством республики, руководством страны уделяется огромное внимание проблемам отрасли здравоохранения, развитию здравоохранения, внедряются федеральные национальные проекты. И с этого года уделяется большое внимание первичной медико-санитарной помощи. И строительство данной врачебной амбулатории является первым вкладом в копилку развития первичной медико-санитарной помощи. Участковая больница села Табага была основана в далеком 1969 году и в юбилейный год 50-летия своего основания получила вот такой вот долгожданный подарок. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Табага.
Городская администрация Мирного готова приобрести квартиры у граждан. Для этого жителей приглашают принять участие в электронных аукционах. Купленное жилье городские власти предложат переселенцам из аварийного жилья. Какие требования предъявляют при покупке, узнала Иванна Филиппова. В 2019 году акционерная компания «Алроса» и Фонд содействия реформированию ЖКХ России выделили более 123 миллионов рублей. Средства предназначены на приобретение квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Всего в этом году планируется купить 38. На данный момент приобретено 16. Еще 22 мэрия готова купить у жителей Мирного. Торги будут проходить путем электронного аукциона. Продавцу необходимо иметь электронную цифровую подпись и быть аккредитованным на торговой площадке. В основном востребованы однокомнатные квартиры. Их мэрия готова приобрести по 77 400 рублей за квадратный метр. Двухкомнатные по 73 366 рублей за квадрат. А трехкомнатные чуть ниже – 65 900 за квадратный метр. На данный момент необходимо нам однокомнатные от 20 и до 30 квадратных метров, разные. И также двухкомнатные 40-41 квадрат, и трехкомнатные 66 квадратов и 70 квадратов. Предлагаемое жилье должно соответствовать определенным требованиям. Квартира должна находиться в каменном доме, не относящемся к аварийному жилому фонду, год постройки не ранее 1973-го. В доме должны быть установлены приборы учета воды и электроэнергии, а также наличие электроплиты. Желающие продать свою квартиру могут обратиться в Управление жилищной политики городской администрации или звонить по номерам, указанным на экране. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Сейчас короткая пауза, секунд 30. Вернемся. Смотрите далее в нашей программе. Опаздывает и пропускает рейсы в Чульмане Нерюнгринского района. Люди жалуются на внутрипоселковый единственный автобусный маршрут. В чем проблема? ТЮЗ ждет посетителей. Алданский театр юного зрителя готовится к открытию сезона. Что интересного ждет публику? Болеем за наших. Международный турнир по вольной борьбе Гран-при Дмитрий Коркин в самом разгаре. Наши каналы ведут трансляции. Кино, театры, фестивали. Как провести выходные, на что можно сходить, что посмотреть и в столице. Обзор Александра Хавренко. Это Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаю выпуск. В поселке Чульман Нерюнгринского района люди жалуются на единственный внутрипоселковый автобусный маршрут. Население указывает, что он периодически опаздывает, а иногда и вовсе пропускает рейсы. В чем проблема, выяснял наш корреспондент Александра Цыбикова. Случаются ли жалобы? Звонят ли вам в диспетчерскую? Если да, как часто? Часто очень звонят, потому что людей нужно всех развести на работу. А если он поехал в порт и там сломался, то люди уже у нас остались, вызывают такси. Такси очень дорого, с порта 200 рублей. Это каждый день на такси не наездишься. Но из-за постоянных перебоев с расписанием многим чульманцам проще потратить деньги на такси, чем ожидать автобус, который может опоздать или вовсе не приехать. Зачастую на остановках под сильными порывами ветра пассажиры кооперируются и вызывают машину, поэтому и транспортный пассажиропоток значительно уменьшается. А вот школьники по утрам мерзнут, в ожидании нередкий случай идут пешком. А почему? Ответ прост – автобус сломался. При любой поломке автобуса водитель осуществляет контроль за ее исправлением и сам принимает участие, потому что на этой технике ему будет нужно ездить. Поэтому при поломке транспортного средства фактически выключается на время и водитель. В рамках предусмотренного финансирования выделять денежные средства в том объеме, который требуется компании, не представляется возможным. Действительно, во всем Нерюнгринском районе нет автошколы, обучающей категории «Д». Нехватка водителей данного вида транспорта существует уже не первый год. Это отражается как на междугородних, так и на внутригородских и поселковых маршрутах. Сегодня на линию вышли 2 автобуса, и один из них только с ремонта. И помимо вышеперечисленных проблем, водитель отмечает отсутствие нормальной трассы. Сейчас эту федералку посыпают, вот дай бог сейчас эти дальнобойщики ходят. Если один дальнобойщик станет, все, дороги нету. А в старом аэропорту, куда мы ходим, там вообще ничего не делают.
На Су-950 вообще дорог как не было, так и нету их. Я вот говорил до этого. Сколько они звонили, сколько они... Как будто их и нету, как будто они не слышат ничего. К сожалению, данная проблема так и остается нерешенной. Сегодня на улице 0 градусов, а через пару месяцев будет минус 35. Тогда каким образом добираться школьникам? Мы будем следить, как будет решаться этот вопрос и держать вас в курсе. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Ленске создали школьный культурный сад со своими плодами и ягодами. Там дети ближе знакомятся с природой и узнают историю своей родной школы. Сергей Евсюков подробнее. Микрорайон Мухтуя – территория одной из школ города, которая имеет свою особенность. Яблоневый сад, именно так называют это место ленчане. Возможно, сад и громко сказано, но это гордость первой школы. Тем более эти красивые молоденькие яблоньки имеют свои исторические корни. Корни еще в прошлом веке, в далеких 50-х. Школьный сад основал Владислав Петрович Рыжов, учитель биологии. Когда он вернулся с войны со своими учениками, он дважды участвовал на выставке в Москве и заслужил грамоту почетного президиума. И с тех пор сад процветает. Конечно, в нем растут не только яблони, но и многие другие породы деревьев и плодовых кустарников. В нашем саду огромное количество видов растений и деревьев, включая такие как тополя и акации. В нашем саду составляет около 1738 количества растений, из них 596 это акации. Также есть различные ягодные культуры – малина, вишня и крыжовник. Школьный сад имеет и практическое применение. Из плодов, деревьев и кустарников варят компоты в школьной столовой. Здесь же дети проводят и практические занятия по урокам биологии. То есть это почистить, подбелить деревья, убрать мусор, особенно вырвать тополь. Почему? Объясняю, потому что корневая система тополя расположена на поверхности, и она, в общем-то, наносит большой вред нашему саду. Такие действия детей открывают доступ солнца к яблоням и другим плодовым кустарникам. Наталья Щебельская говорит, что этот год был особенно урожайным на плоды и ягоды. Это можно заметить по усыпанным маленькими красными яблочками ветвям деревьев. И птицы здесь частые гости круглый год. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. Алданский театр юного зрителя готовится к открытию нового сезона. Зрителей, как обычно, ожидает масса интересного. При этом открытие совпадает с юбилеем ТЮЗу 40 лет. Рассказывает Татьяна Вахнина. В мастерской театра юного зрителя кипит работа. Художнику Алексею Волкову предстоит закончить первую в наступающем сезоне пригласительную афишу в кратчайшие сроки. Немало хлопот и в костюмерной. Марии Руденко нужно проверить и при необходимости привести в порядок каждое из десятков одеяний. Костюмы понадобятся артистам совсем скоро. ТЮЗ открывает новый сезон. Готовим много всего. Будет широкомасштабное такое открытие. Приезжают гости, приезжают выпускники, тюзовцы прошлых лет. Есть пополнение в этом году в театре. С нового сезона Алданский театр юного зрителя начнет работу в ином статусе. ТЮЗ теперь является юридическим лицом. Рекомендация о присвоении театру статуса юрлица была дана Домом народного творчества города Якутска. В республике Алданский ТЮЗ является единственным муниципальным театром. Юридическое лицо для служителей Мельпомены означает расширение творческих горизонтов. Это дает очень много нам каких-то преимуществ в плане того, что мы теперь, выйдя из народных театров, можем ездить на более профессиональные фестивали. Мы попадаем под различные гранты, программы, мы попадаем под определенные какие-то финансирования. Есть такой проект «Хороший театр малых городов». В 2019-м начало нового театрального сезона совпадет с юбилеем ТЮЗа. Главному театру Алдана исполняется 40 лет. С днем рождения коллектив поздравят тюзовцы прошлых лет, артисты, стоявшие у истоков, и первый режиссер театра. Почетные гости выйдут на сцену в качестве артистов. В честь праздника будет дана премьера. Едет большая команда. Большая, в смысле, такая, приличная команда. Первых тюзовцев: Санкт-Петербург, Москва, Иркутск, ребята, которые действительно подстроили все свои отпуска и жизненный режим для того, чтобы попасть сюда, к нам на юбилей.
Представления и премьеры, детские спектакли и философские постановки, творческие проекты и гастроли Алданский театр юного зрителя любим не одним поколением. 2019 выдался для ТЮЗа знаковым, и в новом сезоне зрителей и поклонников ожидает масса интересного и увлекательного. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Региональный этап чемпионата Обилимпикс подошел к концу. Событие помогло выявить лучших мастеров с ограниченными возможностями здоровья. Участие приняли 134 конкурсанта со всей Якутии. Соревнования прошли на 14 площадках в Якутске и Нерюнгри. В течение 4 дней школьники, студенты и специалисты демонстрировали свои навыки в 18 направлениях. Это предпринимательство, медицинский и социальный уход, экономика, веб-дизайн и многое другое. Работу участников оценивали более 150 экспертов, в том числе потенциальные работодатели. Обилимпикс активно содействует дальнейшему трудоустройству выпускников с инвалидностью. Также победители в каждой из компетенций поедут представлять Якутию на национальном чемпионате, который пройдет в Москве в ноябре. У нас вот на следующей неделе буквально будет назначено уже совещание Совета по делам инвалидов при главе Республики Саха-Якутия, который планируется проведет сам Илдархан Айсен Сергеевич. И мы там хотим внести предложение о том, чтобы начать формировать вообще целевой прием, целевое обучение для ребят с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, чтобы они уже на этапе поступления на обучение знали своего будущего работодателя. На международном турнире по вольной борьбе Гран-при Дмитрий Коркин определились первые финалисты. Среди них 3 воспитанников Якутской школы борьбы. Ариан Тютрин одолел в полуфинале Алдара Бальжинбаева. В финальной схватке Тютрину предстоит встретиться с Жаргалом Дамдиновым. А Виктор Рассадин победил в схватке с Чингизом Эрдоганом, а выступающий за Беларусь Нюргун Скрябин выиграл у Булата Батоева. Завтра Скрябин и Рассадин встретятся в финальной схватке в весовой категории до 65 килограмм. Трансляцию финала турнира Коркина смотрите завтра в 17 часов по якутскому времени на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. А трансляцию всех схваток можете смотреть на телеканале Мамонт с 10 часов утра. Таковы итоги дня сегодня. Желаю вам хороших выходных. А куда можно сходить и что посмотреть в Якутске, вам посоветует мой коллега Александр Хавренко.